В эфире передача «Первая помощь». С вами Елизавета Алексеевна. В нашей передаче мы говорим о том, какую помощь могут оказать очевидцы, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. Основной принцип оказания первой помощи – не навреди. Для того, чтобы узнать, какие навыки оказания первой помощи имеются у нашего населения, мы провели опрос. Опрос проводили студенты медицинского колледжа Анжелика Миронова и Сергей Трофимов. Что бы вы сделали, если бы стали очевидцем дорожно-транспортного происшествия? Не знаю. Ну, если пострадавшие были бы, мог бы помочь там чем-нибудь. Больше. Вызвал бы там спасателей. Помощь в первую очередь, потом ГАИ, и если есть возможность, поднять его, положить. Первую помощь оказать? Да, первую помощь оказать. Что бы вы сделали, если бы вы оказались очевидцем ДТП? Вызвал бы ГАИ, наверное, ГИБДД. Еще, если есть пострадавшие. Скорая помощь, соответственно. Хорошо. А почему так часто происходят аварии? Нарушение правил дорожного движения, скорее всего. А как можно предотвратить, чтобы не было нарушений? Соблюдать правила дорожного движения. ГАИ, надо звонить. Что бы вы сделали, если бы вдруг вы стали очевидцем аварии? Записал бы номер, помог бы. А как предотвратить аварию? Ну как? Аккуратнее ездить. Если пострадавший, скорую, полицию вызвать. Вот и все. Если можно оказать помощь. Номера обычно запоминают, звонят в ГИБДД, вызывают. Свидетелей ищут, если в аварию, чтобы в следующий раз не искать, не доказывать ничего. А как вы думаете, почему так часто происходят автоаварии? Сейчас автохамов много стало, в Москве даже в последнее время. А как можно их предотвратить? Можно, чтобы они уменьшились? Не знаю, от воспитания зависит, мне кажется. Воспитывают сейчас поколение такое пошло. Раньше так не хотели же. Смотря что произошло, вызывать, конечно, скорую и результат. А как вы думаете, почему так часто происходят автоаварии? Знаете, потому что у нас нету на дорогах, наверное, вежливости, можно сказать так, вежливости на дорогах. Потому что ездят так, что каждый за себя как будто только отвечает, не уступая, не смотрит ни на какие-то, даже не сказать, что правила, но вежливость на дорогах, я бы так сказала. А как можно предотвратить, чтобы не было аварий на дорогах? Или меньше, чтобы их было? Предотвратить? Даже не знаю. Учиться надо, водить машину правильно и не могу сказать, не знаю. Это людям нашим, наверное, не объяснишь. Я говорю, прежде всего, вежливость на дорогах должна быть. Хорошо, спасибо. Культура общения, вождения, так можно сказать. Своевременный вызов спасателей и медиков – уже половина дела. Но основа оказания первой помощи знать надо каждому. Правильные и взвешенные действия могут спасти не одну человеческую жизнь. Главное правило оказания первой помощи – не навреди. Это надо учитывать не только по отношению к пострадавшим, но и по отношению к себе. Оказывая помощь, прежде всего позаботьтесь о личной безопасности. При дорожно-транспортном происшествии выставьте знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 метров населенных пунктов и 30 метров вне населенных пунктов от своего автомобиля. Включите аварийную световую сигнализацию на своем автомобиле. Этим вы убережете пострадавшего и себя, пока будете помогать. В ночное время наденьте светоотражающий жилет. Осмотрите место аварии и быстро оцените возможные угрозы. Если есть угроза жизни, близко не подходите. Если разлит бензин, отключите провода от аккумулятора. Держитесь ближе к обочине и внимательно оценивайте создавшуюся обстановку. Посмотрите, сколько пострадавших. Оцените их состояние. В сознании, без сознания, имеется кровотечение, наличие видимых повреждений, зажатый в поврежденном транспортном средстве и так далее. Вызовите помощь по телефону 03 или 112. При вызове надо быстро и четко назвать, что произошло. Например, столкновение автомобилей, сбили пешехода и так далее. Адрес дорожно-транспортного происшествия или ориентир, в каком направлении, по какому шоссе, примерно какой километр. Сколько пострадавших? Это для того, чтобы выслали нужное количество бригад скорой помощи.
пол и приблизительный возраст пострадавших, состояние пострадавших, а также назовите себя и оставьте свой номер телефона. Возможно, спасателям потребуется что-то уточнить. Если человек в сознании, держите постоянный контакт с ним. Главное – успокоить пострадавшего. Убедить его, что он не один и его не бросят без помощи. Если человек возбужден, он в эректильной фазе шока, постарайтесь успокоить, чтобы в панике пострадавший не нанес себе дополнительные травмы. Если пострадавший без сознания, проверьте пульс на крупных артериях и наличие дыхания и окажите помощь по результатам осмотра. Если нет непосредственной угрозы для жизни, из автомобиля потерпевшего извлекать не нужно. Не нужно даже шевелить пострадавшего лишний раз. Но если есть угроза жизни, например, горящий автомобиль, или у пострадавшего нет пульса и дыхания, тогда извлеките пострадавшего правильно в безопасное место, предварительно зафиксировав шею воротником шанца или подручными средствами. Если не раскрылась подушка безопасности, оказывая помощь пострадавшему, не вставайте между пострадавшим и рулевым управлением, потому что если подушка раскроется, она травмирует и пострадавшего, и оказывающего помощь. При наличии травмы груди, если воздух проникает в грудную полость, зажмите рану ладонью и только затем накладывайте герметичную повязку. При наличии травмы живота не трогайте и не вправляйте видимые в ране петли кишечника и внутренние органы. Просто аккуратно наложите сверху стерильную повязку. Если нет пульса, нужно провести непрямой массаж сердца. При наличии сердцебиения проводить массаж сердца нельзя. Если нет дыхания, нужно провести искусственное дыхание. Если человек задышал самостоятельно, аккуратно уложите его на бок в восстановительное положение, ибо немалое количество пострадавших погибли от западения языка или захлебнувшись кровью или рвотными массами в положении на спине. Кровотечение останавливайте подручными средствами. В большинстве случаев достаточно положить на рану стерильную салфетку и забинтовать. При артериальном кровотечении не тратьте время на поиски жгута. Быстро зажмите артерию выше места кровотечения. И только потом кто-то другой пусть приступает к наложению жгута. При наличии неестественного положения конечностей ни в коем случае не старайтесь их выправить. Основная помощь в данном случае – исключить движение в поврежденных конечностях. Чего нельзя делать с пострадавшим? Нельзя вытаскивать человека из автомобиля без крайней необходимости, так как пострадавший после травмы испытывает сильнейшую боль. Он может быть в состоянии шока. При извлечении пострадавшего из автомобиля можно нанести ему дополнительные травмы и ухудшить его состояние. Нельзя доставать из ран предметы. Это может спровоцировать неконтролируемое кровотечение, и человек попросту истечет кровью. Нельзя пытаться накормить или напоить пострадавшего. В любом случае не покидайте место происшествия до прибытия спасателей или скорой помощи. Не оставляйте пострадавшего без наблюдения. В холодное время года желательно укрыть пострадавшего для исключения переохлаждения, которое усугубляет тяжесть травм. А для того, чтобы быть готовым к неожиданностям, рекомендуем пройти подготовку в симуляционном центре, где вас обучат практическим навыкам оказания первой помощи опытные специалисты. В соответствии с правилами дорожного движения в каждом автомобиле должна иметься автомобильная аптечка. Помимо перевязочного материала, аптечка включает перчатки, жгут, приспособления для искусственного дыхания и рекомендации по применению аптечки. Дополнить ее состав полезно одноразовым шейным воротником шанца и шинами, как правило, они должны быть из картона. Ножницы, имеющиеся в аптечке, практически бесполезны, ими невозможно что-либо разрезать. Поэтому имейте в автомобиле нож-стропорез, чтобы в случае необходимости разрезать ремень безопасности. Держите его в автомобиле близко от себя. Также добавьте еще как минимум 2-3 пары медицинских перчаток для собственной безопасности при оказании помощи. О юридических аспектах оказания первой помощи нам расскажет адвокат Канашской коллегии адвокатов Чувашской Республики Алиса Валерьевна Кондратьева. Много в нашей жизни регламентировано законом. Оказание первой помощи также имеет юридические аспекты. Первую помощь не следует путать с первой медицинской помощью, со скорой медицинской помощью и первой доврачебной помощью. Последние являются видом медицинской деятельности, и для их осуществления требуется лицензия. Из смысла федерального закона об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации первая помощь оказывается гражданам,
при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, которые обязаны оказать помощь в соответствии с федеральным законом и правилами, специальными правилами и имеющими специальную подготовку, в том числе сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, сотрудниками, работниками, военнослужащими Государственной пожарной инспекции службы, также спасателями аварийно-спасательных формирований и аварийно-спасательных служб. Водители транспортных средств и другие лица вправе оказать первую помощь в случае наличия у них соответствующих навыков и подготовки. То есть другие лица вправе оказать первую помощь только на добровольной основе, в добровольном порядке. Обязанности оказывать первую помощь у них нет, законом это не регламентируется. Между тем, в Уголовном кодексе Российской Федерации имеется ответственность за оставление в опасности и неоказание помощи больному. Так, в соответствии со статьей 124 Уголовного кодекса Российской Федерации, неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом и специальным правилам по неосторожности причинения средней тяжести вреда здоровью больного, наказывается штрафом в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 4 месяцев. То же деяние, если оно повлекло по неосторожности смерть больного, либо причинение тяжкого вреда его здоровью, наказывается принудительными работами на срок до 4 лет лишением права занимать определенные должности, либо заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо без такового. Обращаю внимание на то, что субъектом указанной статьи являются только те лица, которые в соответствии с законом либо специальным правом обязаны были больному оказать первую помощь. Обычно такая обязанность, она вытекает из профессии, например, профессии врача. В соответствии со статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу, либо сам поставил его в опасное для жизни и здоровья состояние, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев, либо лишением свободы на срок до 1 года. По смыслу закона уголовная ответственность по данной статье может наступить только при наличии прямого умысла и таких обязательных условий, как первое, когда виновный имел возможность оказать помощь лицу, находящемуся в опасности. Второе, когда он обязан был иметь о нем заботу или когда сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние. Обязанность лица иметь заботу о потерпевшем может вытекать из закона и подзаконного акта. Например, родители обязаны заботиться о своих малолетних детях. Может также вытекать из трудовых правоотношений, обязанность педагога, обязанность воспитателя, либо из договора.
обязанность нянечки и так далее. Соответственно, в случае, если предполагаемый виновный мог оказать помощь лицу, находящемуся в опасности, но не был обременен заботой о нем, то в данном случае он не будет являться субъектом данного преступления. То есть привлечь его за то, что он оставил без помощи лицо, будет невозможно. Много в нашей жизни регламентировано законом, но не все. Поэтому решение оказать помощь человеку, который находится в опасности, или пройти мимо, является выбором каждого. Но проходя мимо человека, которому необходима помощь, помните, что на его месте можете оказаться и вы, и ваши близкие. Мы выражаем благодарность тем, кто принимал участие в подготовке наших передач. Сотрудникам подстанции скорой медицинской помощи города Канаш, сотрудникам бюджетного учреждения Канашский межтерриториальный медицинский центр, сотрудникам Государственной инспекции безопасности дорожного движения по городу Канаш и по Канашскому району, сотрудникам пожарно-спасательной части номер 15, священнослужителям, а также студентам медицинского колледжа. Желаем вам безаварийного вождения, удачных поездок. Водители, будьте аккуратнее на дорогах. Когда садишься за руль, в первую очередь следи за собой. Соблюдай все законы и правила дорожного движения. Безопасность на дорогах – дело общее. Водители, не спешите на дорогах. Помните, вас ждут дома. Уважайте друг друга на дорогах. Удачи, берегите себя. Будьте предельно внимательны на дорогах. Уважайте и себя, и других участников движения. Родители, подавайте правильный пример детям при переходе проезжей части. Соблюдайте скоростной режим. Ты не путай газ и тормоз, губы за рулем не крась. И поймут, блондинка тоже. На дороге просто ас. Водители, не пользуйтесь телефоном во время движения. Наша работа часто связана с человеческим горем. И поэтому мы хотим, чтобы у нас было меньше работы, а у вас все было хорошо. Вроде нету войны, наши гибнут ребята. Искалеченный в клочья металл рвет их юную плоть. Не гоните, куда же вы гоните, смерть бродит рядом. Что хотите, кому доказать и кого побороть? Неужели так важно приехать на полчаса раньше, выжимая всю мощь из железных своих коней? Уходя прямо в небо, оставив земные проблемы, и подчас забирая с собой своих жен и детей. Не рискуйте напрасно, ведь жизнь не прощает ошибок. А тем более зимняя трасса, покрытая льдом. Чтобы стать у дороги крестом с небольшой табличкой, с фотографией в рамке, приваренным мятым рулем. На этом цикл передач, посвященных оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, завершен. В дальнейших наших передачах мы будем говорить о том, как оказывать первую помощь детям. До свидания, берегите себя и своих близких.